Министр здравоохранения Эдуард Бутба и начальник мобильного госпиталя Абдулмеджид Магомедов обсудили работу госпиталя. В частности, речь шла о лекарственном и кислородном обеспечении. Помню, прошлый год максимально у нас в сутки уходили 110, максимально 115 баллонов. В этом году в сутки уходят 260-280 баллонов за сутки, 40-литровые. Вот мы уже третий месяц работаем в Республике Абхазия. Не только там в течение дня, даже в течение 1 часа не было, чтобы у нас кислорода не было. Вот мы в 3 направлениях кислород получаем. Ну, получаем как? Если на одном объекте кислород на исходе, мы переключаемся на второй. Резерв всегда есть. Поэтому в этом плане никогда не было проблем. Вот я знаю, мы с вами разговаривали периодически по кислородным вопросам. Ваши машины едут на кислородную станцию в сутки практически 4-5 раз бывает, когда они ротируют пустые баллоны. Даже 8 раз. 8-10 раз в сутки машина грузится, выезжает. К приезду пустыми баллонами уже стоят полные. Пустые выгружают, полные загружают, это в течение 20 минут они подвозят. То есть по кислороду проблем нет? Никаких проблем нет. Так, мы владеем информацией о том, что российский мобильный госпиталь при необходимости будет расширен на 34 койки. Вот по этому формату, как вы готовы? Я могу сказать, что дополнительные койки, почему мы добавляем, расшифровать не нужно. Поток больных идет, но к этому мы чуть позже вернемся. Я могу сказать, что я получил установку, что на 20 коек общей палаты мы уже развернули дополнительно. И планируем еще 5 реанимационных палат развернуть. Что касается питания, медицинского обеспечения, вообще тех условий, где проживают наши коллеги российские, может, какие-то есть сложности для того, чтобы руководство страны знало об этом? Эдуард Валерьянович, я, честно говоря, вот такие условия, как развернуты именно в том месте, где работаем, я не видел. Почему? Потому что нет никакого срыва. В плане питания, вот 3-разовое питание в разовой посуде приносят, что первое блюдо, что второе, что третье, своевременно в горячем виде. Больные, вот, мне лично на обходах говорят огромное спасибо, то, что вот так своевременно, как положено, обеспечивают питанием. И плюс вода организована. Любое время стоит у нас водовозка, который набираем воду в день 2 раза, с утра до обеда и с обеда до вечера. То есть больные в плане питания получают все. В плане размещения в каждом номере имеется санузел, душевые кабины, отопление, ну, то есть, которое через обогреватели и через сплит-систему. То есть в плане обеспечения, в плане размещения больных вообще никаких проблем не испытывает. А в плане размещения наших коллег-врачей и обслуживающего медперсонала в этом формате? Обслуживающий персонал, частично врачи, медсестры и женщины находятся именно в том месте, в ковидном центре, они размещены. А остальной личный состав, который на обеспечении, находится от нас 300 метров наверху, где у нас дача, где тоже все организовано. Также имеются душевые кабины, обеспечено теплом, водой бесперебойно. Какие есть сложности для того, чтобы Минздрав мог своевременно и оперативно реагировать? Если какие-то есть вопросы, мы готовы обсудить. Я могу сказать, что у нас вот по сегодняшний день никаких проблем нет. Вопросы мелкие, которые возникают, тут же реагируют, молниеносная реакция. Вот в плане обеспечения медикаментами тоже вот Ахра Иванович, он постоянно на связи, круглые сутки. В любое время бывает, что я лично сам выхожу на него, когда экстренно нам что-то необходимо. Начальник управления транспорта, строительства и снабжения Минздрава Республики Ролан Гамисония рассказал о резервном количестве кислорода по районам Абхазии. В Гудаутах 10 тонн, это 1000 баллонов. Еще в ближайшее время прибудет с Российской Федерации, как обычно Епифановский нам заводит, да, бесперебойно. Но проблема на районной станции, как вы знаете, да, там большие ремонтные работы сегодня ведутся. Только я оттуда приехал, в Сочи приехали специалисты, занимаются, там один агрегат слабо работает, но он вполне может обеспечить инфекционную больницу. Так что в Очимчирском районе, в ЦРБ, сегодня запас 50 баллонов, в Творчалах 10, но им больше и не надо. Вот им сколько нужно, у них все в Гаграх 50, так что проблем на сегодняшний день нету.
Если сегодня-завтра восстановят районную станцию, это будет хорошо, и мы надеемся на это. Еще раз, в потому СВТИ что сегодня у нас какой запас в СВТИ? В СВТИ 20 тонн, это 2000 баллонов. Несмотря на то, что кислородная станция на новом районе пока работает не в полную мощь, это не отражается на объеме кислорода в республике, отметил министр. Вчера приехали наши российские специалисты по просьбе абхазской стороны для того, чтобы разобраться детально, какие есть сложности в работе Новорайонской кислородной станции. Там стоят две установки, которые в общей сложности максимально могут выдавать в самые пики до 300 баллонов. Пока на данный момент специалисты работают над устранением ошибок. Наши партнеры из Российской Федерации, учитывая на большие сложности с кислородом, которые есть в Российской Федерации, в Республику Абхазия завозится машинами жидкий кислород. Вот. Последнее, насколько я помню, с Азова была доставка жидкого кислорода. В Краснодарском крае сложности, отказы, в Новороссийске отказы, потому что увеличивается рост больных также на территории Российской Федерации. Но мы изыскиваем возможности, страхуемся, заполняем наши резервы для того, чтобы наши граждане ни на одну секунду не оставались без кислорода. Стороны поблагодарили друг друга за помощь и сотрудничество в борьбе с инфекцией. Российский мобильный ковид-госпиталь уже второй раз в Абхазии. За период с 18 августа военные медики приняли на лечение и консультацию более 1200 жителей республики. В лабораториях госпиталя проведено 7000 различных клинических исследований, в том числе более 3000 ПЦР-тестов. В работе госпиталя задействовано 100 медиков. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение.